Несвоевременная выплата зарплаты, стимулирующих надбавок, незаконное увольнение работника, а также ненадлежащее оформление трудового договора работодателем. Чаще всего в министерство обращаются именно с такими вопросами. С начала года их поступило более 600. Из органов статистики к нам поступает информация, с органов прокуратуры, с других органов поступает информация о невыплате заработной платы. Нами сразу издается распоряжение и проводятся контрольно-надзорные мероприятия в отношении хозяйствующего субъекта. Трудовое законодательство нуждается в совершенствовании, в частности, в вопросах порядка увольнения сотрудника, взятого на работу на определенный срок, считает Марет Китиева. Необходимо обязать работодателя предложить ему имеющиеся вакансии, чтобы временный работник не остался без источника заработка. Госинспектор также считает, что руководители организации должны в письменном виде требовать со своих подчиненных объяснительные. Зачастую не бывает доказательств того, что работодатель затребовал эти объяснения в письменной форме. Поэтому мы внесли такое предложение, чтобы поправили чуть-чуть эту статью и прописали, что работодатель именно письменно должен затребовать эти объяснения. То есть из-за таких, казалось бы, незначительных пробелов зачастую либо недобросовестные работодатели, либо недобросовестные работники, они умудряются как-то использовать это в свою пользу и обыграть таким образом ситуацию. Поэтому все должно быть четко урегулировано. Обсудили на встрече и наиболее часто встречающиеся факты нарушения охраны труда. В частности, ряд недочетов можно увидеть и на строительных площадках. Подрядные организации ставят под сомнение не только безопасность своих же сотрудников, но и случайных прохожих. Объект стоит, люди работают, хозяина установить невозможно. Мы же не можем рабочего, который на экскаваторе, привлечь к ответственности и сказать ему, что больше не копай, построй здесь забор сначала, а потом копай. Чтобы там ребенок не упал, или там кто-то прохожий, или случаи бывают у нас. Вот уже объяснен, освещение сами очки те, С комментариями по докладам госинспекторов выступили и другие участники встречи. Для работодателей, представителей общественных объединений и предпринимателей провели анкетирование. Организаторы также предложили собравшимся озвучить свои предложения по организации сегодняшнего собрания. Мадина Пугоева, Адам Далаков, Новости 24.